Всем салам алейкум и всем здравствуйте. Дорогие слушатели и дорогие зрители. Скоро 9 мая. Остался где-то 2,5 недели. 2,5 недели. 2 недели, скажем. Все молчит. И мы слышали, что 9 мая отменяется День Победы. Походу перепобедили уже. Выглядит так, что перепобедили. Ситуация полностью, как-то говорят, пошло наоборот. То, что мы видим, то, что следим за все новостями, что творится. Вот. Всегда у пустой вещь звук громко, понимаете? Вот эта вот бутылка вот закрыта. Вот я открою, она пустая. Звучит громко. А когда полная, не звучит так громко. Понимаете? Кастрюль, когда пустой, бьешь, такой громко звук дает. А когда полностью целый, что-то чем-то наполняешь, вот точно так и звук не дает. Звук мало. Вот то, что кто кричит, орет, знаете, что это пустой. Просто пустой звук. Все, больше ничего нет. Голова пустой, человек орет. А Путин на это поверил, что мы сильные, мы на самом деле этот, мы другой, мы третий, мы четвертый. Реально на весь мир опозорился. Стал 0%. Походу видно, что Путин в данный момент денег занимает от Имамали Рахмона. Или насильно забирают, или занимают, я не знаю. У нас в банке не осталось деньги. Вот люди стоят в очереди. Таджикистан, люди стоят в очереди. Война-то идет в Украине, а в Украине в банкомате нет очереди. Вот ты пошел, снимал деньги. Понимаете? Нападали на Украину, обеднели сами. Понимаете, вот это вот. Вот первый раз я видел, ты когда бьешь кого-то, боль чувствуешь сам. Тебе будет больно. Ты сам бьешь кого-то, а будет больно тебе. Как будто тебе били. Вот честно, вот такой ситуация. У нас, я же сказал же, вот на чужой огонь будем гореть мы. Люди не поверили. Когда первый день начался вот это
спецоперация путинский. Я сказал, на чужой огонь гореть будем мы. Жариться будем мы. Огонь-то чужой, а жариться будем мы, таджикистанцы. Почему? Потому что мы 100, не 100, а 500% зависимы от России. Вот. Теперь, как-то говорят, у людей начинается опускаться кошелек, жизнь уже не остался. Понимаете, вот это вот. Война идет в Украине вообще-то. Несколько десятка тысяч километров далеко от Таджикистана. Десятки тысяч километров от Таджикистана далеко. Походу Путин все запасы Эмомали Рахмона забирает себе. Давай, говорит, давай сюда деньги, потом отдам. Ты хочешь там работать, потом отдам, давай деньги. Нету у нас, банкомат не работает. Как будто война у нас идет, как будто. Спецоперация, как будто в Таджикистане, а не в Украине. А в Украине, Львов или остальные другие города, где не идет спецоперация, бой не идет, война. А там спокойно банкомат работает, снимаешь деньги, положишь деньги, все, система работает. Представляете, в Таджикистане не работает, ничего не работает. И объяснить не может они, зачем, за что, где, куда делся деньги. Деньги, запас. Таджикистан, вот у него были какие-то запасы? Куда делся? 30 лет народ Таджикистан работали, отдали жизнь, рабом стали на русском народ. Весь Москву, весь Россию построили. За копейка деньги, это копейка отправили в Таджикистан. Вот вопрос у меня. Где это деньги? Куда дели? Навруз делали, Новый год отмечали. Каждый раз Эмомали праздник сделал для себя. Кайфовал, отдыхал, крутил жопой туда-сюда. А теперь где деньги? Почему народ не может получить свои деньги, которые отправляют? Почему их родители не могут получить эти деньги? Понимаете, что такое идет? Походу видно, что все деньги, то, что были в Таджикистане, походу Путин всех забрал. Спецрейсом там долларов все самолет клали и отправили обратно. Давай, на, Путин, пока ты решай свою проблему. Ну, хоть не очень много, но все-таки есть какой-то помощь. Уже у нас на военных частях питания не хватает. Солдатам питания нету. Понимаете? Раньше хоть какой-то внутри вот эта вода, суп, были какие-то там макароны или там прилавки, что это такое, вот это гречки, что-то там, что-то были там. А сейчас этого тоже нету, походу. Хоть кусок мяса давали когда-то, неделю один раз, два раза. Сейчас нету этого тоже. Все деньги, помощь отправили. Россию гуманитарную помощь отправили. В банках деньги нету, в банкоматах деньги нету. Я не знаю, какая это страна вообще-то. Что за страна? Что за президент? 30 лет что делали? Семейные там сидели. Дочка твоя там спикер, сын спикер, сам депутат, и дочь депутатка, сын депутат, взято банком занимаются. Вот Эмомали Рахмон, вопрос тебе.
30 лет что вы делали? Если вот 50 дней идет война, 2 месяца идет война в Украине, а у нас хлеба уже начинается заканчивать. Уже денег нету. Уже у нас цены растут такой. Я не понимаю, честно. Честно, я не понимаю вот это. Вот 30 лет чем занимались они? Вот они говорят, что они дипломаты, они вот такие сякие, экономисты, да фигномисты, не знаю, кто они, по-своему, вот так себе называют. Политологи, психологи, да фиг его знает. Нету у нас ничего. У нас нету, не осталось ничего. Цены растут день за днем растут, и денег нету, как сказал Медведев. Денег нету, держитесь. Понимаете? Вот Путин спецоперации делает. Походу денег занимает Путин. Путин в долг влез. У нас есть такой поговорки. Садаспара корыш дарягаспа мегалта. Это перевод на русском, не знаю, как переводится, но который, у кого есть 100 лошадь, будет день, ну, как-то говорят, просит помощи у одного, у кого есть 1 лошадь. Вот точно такой же стал. Вот Путин сейчас просит деньги от Эмомали Рахмона, давай. Или от другой кого-то там, да? Ну, Лукашенко до последней свой Турции отдал, походу, уже. Видно. Только он у нас как-то звезда телешоу сейчас. Сидит, везде интервью дает. Везде себя оправдывает. Эта война максимум продлится 3-4 дня. Не с кем с нами воевать, ни с кем. Нету, чтобы с нами воевали. Он себя всегда пихнул путинский в трусах. Вот теперь, пожалуйста. А теперь вертит свою жопу туда-сюда и оправдывает себе, что он не причастен там, он не в курсе, короче, там все это не лезут туда, Беларусь. Понимаете, вот это вот вся авторитет срали за 50 дней. За 50 дней весь свой авторитет срали. Просто взяли, даже не сказали, так и срали просто. Как понос срали и все. Но это, конечно, мне радует. Я тоже жду вот это вот разделение, весь вот эта территория. Как они разделяли наша территория, наша земля. Как они убивали наших дедов. Ну, у меня дед всегда говорил, когда у тебя не хватает сил, а ты знаешь, ты не нападай своего врага. Работай слугом. Если ты не можешь напасть прямо на него, у тебя знаешь, что тебе сил не хватает, то ты работай слугом, рабом работай. Почему? Потому что ты не должен отходить от него далеко. Ты должен быть всегда близко своему врагу. Я понимаю, да. У нас создали это условие специально. Но с одной стороны, это меня радует, что мы не были далеко от вас. Мы все время были близко. С вами были. Почти на одну тарелку. На одну тарелку мы почти кушали. Поэтому это не дает, что мы народ Таджикистана, что
Забывали, как убивали вы нас, как разделяли нашу землю, какой спецоперации делали. Эта история не забывает. История это не забывает никогда. Мой дед сказал один раз, когда СССР распался, он сказал, что сынок, хоть я увидел этого, я надеюсь, ты увидишь дальше, что будет. То, что он увидел, он сказал, теперь я могу спокойно умереть. А я сказал, почему, дед? Ты же работал тут. Ты там на нормальных постах работал, с ними работал же. Вот он тогда мне сказал, сынок, если ты не можешь прямо напасть, то быть рабом своего врага. Чтобы тебе не быть от него далеко. И изучать его, и знать его, и не забывать его. Всегда вспомнит, всегда видит, с кем ты сейчас. А дальше, надеюсь, я тоже увижу, как распадает, как разделяется ваша земля по частям. Но то народа, который в данный момент на территории Россия, так называемый, приобретает свою независимую страну, приобретает свое государство, как вы их по спецоперации забрали. Желаю всем народам, которые оккупировали, сделали русским, желаю им свое государство. Чтобы я прилетел туда, а не в Россию. Я прилетел туда, а там на самом деле Кавказ, Чечня. Я прилетел туда, Татарстан, большой Татарстан, который свое государство, свой флаг и свой гимн. И свою таможенную, все свое, и деньги свои. Чтобы я прилетел, куда ты летишь, я не говорю, чтобы я не сказал Россия. Я Татарстан лечу. Я прилетел, чтобы Якутия, свое деньги, свою границу. Все были свои. Куда летишь, Якутия? Страна Якутия, а не Россия, область Якутия. Я этого желаю. Так что ему мой Рахмон перестань отдавать деньги долг, что не вернешь это деньги. Столько ты врал, столько танцевал, собрал это деньги. Не отдавай Путину это деньги, ты возврат не возьмешь. Нас говорят, что куна вашохи гов джангандохт. Точно так же сейчас. Понимаете? Как говорят, жопа с рога быками сравнивал. Но не надо это делать. Так что желаем. Украина действительно молодец. Показали. Сейчас уже вся эксперты, которые вакваковали, гавкали каждый день, сейчас уже понимают, о чем идет речь, что их... У меня один вопрос просто всем военнослужащим России, вот, генералам и остальные лейтенанты, вот это вся вам. Я не знаю, вы какой-то тряпки или парчугане какие-то. Какое право имеет один журналист Соловьев и от вас требует, чтобы вы отчитывали перед этого Соловьева? Вы генерал или какой-то тряпки,
который Соловьев с таким тоном обращается, как будто он главнокомандующий, как будто он президент, что вы должны отчитываться перед него. Скажите-ка мне, где ваши противопожарные? Где это? А с какой хуя вы там были в тот момент, такое место, такой-то момент, такое-то время? А что вы тряпки или генерали вообще-то? Или Соловьев управляет вами? Он-то журналист, просто пропагандон. Или с вами управляет? Или вы подчиненный Соловьева? Он с таким тоном от вас требует. Вот это дает знак, что в России на самом деле нету генерала, нету вот это вот офицерский, вот это вот гордость. Нету там. Кто работает, непонятно. Нет у них честь офицерский, гордость. Нету этого. Нет ни одного военного, чтобы Соловьева вот так вот посадить просто куда надо, да? Вся жизнь, чтобы его жопу болела. А потом он понял, каким тоном обращаются. Если вы не можете одного Соловьева что-то говорить, какого хера вы тогда говорите НАТО или где-то там, да? Который оружие там, военный, который держит мир, да? А вы туда суете себе. А то есть Соловьев вас говорит, с вами через фиг говорит. Какого хера вы были там? Понимаете? Там момент. Где ваши противопожарные? Объясните-ка мне. Я сейчас злой такой. Вы не можете на Соловьева вот это вы наезжать, а вы наезжаете на НАТО. Вот это показывает, что армия, русские генералы, все мусоры, которые Соловьев позволяет себе наезжать на генералов, на министров, на полковников, на подполковников, которые воевали, по ихними словами, на Афганистан, на другой, на третий, на четвертый, на Чечня мы воевали, да? Соловьев вас на свой салатик вот так играет и с вами вот так разговаривает. А вы еще говорите, ты генерал? Какого хера ты генерал? У тебя был бы совесть генеральский, да? Ты давно Соловьева наказал бы за это слова. Сказал бы, иди сюда. Кто ты такой вообще-то? Я тебя отчитываю. Кто ты? Откуда ты брал это слово, что я должен тебя отчитывать? Где мы были, когда мы были, что мы делаем? Вот это вот говорит вот это, что значит армия лох в России. Генералы лохи, который Соловьев, один пропагандон, просто журналист в кавичках. Вас вот так говорит, давай отчитывайся. Где ты был? Зачем ты там был? Где у тебя противопожарный? Почему ты не мог защищать себе? Отвечайте, генералы, стойте перед Соловьевым, отвечайте. Где вы были? Зачем вы там тогда были? Вот это вот. Где? Зачем они там были? Почему армия проиграет? Потому что тебе пропагандоны миллионами платили. А армия не давали. Солдатам, военным, офицерам по 7 тысяч давали в месяц. По 14 тысяч отдавали. Пенсионерам то же самое отдает. А тебе пропагандоны миллионами отдает. Почему это доказывает, что ты Европа или другой, хороший Америка, где-то купил себе вилла, которая стоимость миллион. Вот это деньги. Почему армия проиграет? Вот пропагандоны украли деньги, купили себе вилла, дача, яхта, кайф, сайф,
Все, каждый год приезжали, отдыхали, тратили миллионами на свой кайфушка, на здоровье себе. Вот почему армия такой слабый. Это вопрос всем депутатам, всем ворам, всем пропагандонам, которые воровали это деньги. А сейчас теперь будете с бревной бронять свою машину. Бревной. Второй мир и армия с бревной бронюет свою машину. Вот позор. Вот вам позор большой. Не говорите вы второй мир в армии, да? Честно. Можно сказать, просто первый балабол в мире армия. Все, которые кричали, орали, по праздникам выходили в Москву, пили ВДВ, голову себе бутылку сломали. А какой-то бедный строитель таджика или узбека поймали, толповой убили его, убили. Вот ваша сила, вот на этом хватает. А дальше нет. Так что генерал Симус Зеленский, мужик, весь народ Украины, честно, начиная от женщин, от всех вам. Действительно, вот так вот на колени поставили, на колени, гладили его голову и отпустили. Они теперь ищут, что хочет переговор перевести. Не надо переговорить ни с кем. Ни с кем переговорить не надо. Война, в войне есть два пути. Выигрыш и проигрыш. Третий нету. Ничья не бывает никогда. Всегда, когда будет ничья, значит, опять эта война начинается. Должен быть чья-то. Выигрыш или проигрыш должен быть чья-то. Отдельно спасибо всем азербайджанцам, всем грузинам, всем, кто поддерживает и сейчас воюет там, они, которые находятся там. Мужики, действительно. Мы все жаждали, все. Почему? Потому что всех нас, именно русских, кровожадных императоров, начиная до сих пор это императорство идет, всех нас не дали жить, убивали, воевали с нами, разделяли, воровали наши все богатства, золото, то, что у нас были. Так что мы все этого хотим, чтобы не был такой страна в мире. Где-то на какой-то Российская область должен быть где-то маленький. Там патриоты будут жить. Дальше, салам алейкум. Честно, я очень сильно жду этот момент. Даже готова поехать помогать, чтобы процесс ускорять немножко. Салам алейкум всем.